Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «На вид», в студии Малатхон Сараева. 16 марта начался официальный визит президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию с его прибытием в Москву. 16 марта начался официальный визит президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию с его прибытием в Москву. Церемония официальной встречи высокого гостя президента Республики Таджикистан состоялась в аэропорту Внуково-2 города Москвы. Главу нашего государства, уважаемого Эмомали Рахмона, тепло и искренне встретил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и другие высокопоставленные представители Российской Федерации. С целью достойной встречи площадь аэропорта была украшена государственными флагами двух стран, были выстроены рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр. Почетный караул от войск Московского территориального гарнизона в честь вашего прибытия в столицу Российской Федерации, города-героя Москву, построен начальник почетного караула капитан Звонков.
Неофициальные встречи и переговоры на высшем уровне с участием глав двух государств, уважаемыми Эмомали Рахмоном и Владимиром Путиным, с подписанием ряда новых документов о сотрудничестве, заявлениями для прессы и другими мероприятиями состоялись 17 марта в Кремлевском дворце. В этом году, согласно прогнозному плану, в городах и районах Атлонской области хлопок будет посеян на площади более 100 тысяч гектаров. На 41 тысяч гектаров от общего количества площади, отведенных под сев хлопчатника, планируется использовать подпленочный метод выращивания хлопка. Тему продолжит репортаж наших корреспондентов. Дихканское хозяйство имени Ньюз Мухаммада Бегова в районе Джалолидни-Балхи является одним из передовых хлопкосеющих хозяйств Атлонской области, которое в этом году приступило к высадке хлопка. К фермерам этого хозяйства в этот день присоединился председатель Атлонской области Давлат Али Саид, который проинспектировал ход возделывания хлопка. Мы используем различные сорта хлопка, учитывая климатические условия региона, а в этом году мы впервые в нашем хозяйстве применили метод подпленочной посадки хлопка и намерены получить хороший урожай. Следует отметить, что данное хозяйство ежегодно выращивает хлопок на площади 900 гектаров. Учитывая погодные условия и опыт прошлых лет, в этом году дихкане произвели подпленочную посадку хлопка на площади 100 гектаров земли, ожидая хорошего всхода и роста. Все наши земли готовы к высадке культур сельского хозяйства. В этом году на 2000 гектарах мы планируем использовать подпленочный метод выращивания хлопка, а сев хлопчатника труженики нашего района планируют полностью завершить к 10 апреля. По словам дихкан, постоянные осадки мешают хорошему росту и развитию хлопка. Эксперименты показали, что подпленочный метод выращивания хлопка повышает урожайность и упрощает возделывание данной культуры. Поэтому фермеры с каждым годом все больше стараются использовать подпленочный метод выращивания хлопка.